бурлаки наши. В общем, друзья, у нас очередное приключение начинается сегодня. Сегодня 19 февраля, завтра, по идее, мы стартуем, 20 февраля. Вот приехали два таких вездехода, Бурлак из Кургана к нам. В этой экспедиции у нас несколько задач будет. Вот одна из них — это тестирование коротковолновых раций, которые разрабатывает Николай Александрович Находкин. О, безопасная Арктика. Также повезем в северные поселки там груз полезный. Планируем проработать маршрут, более удобный маршрут, чтобы доставлять также грузы в дальнейшем, возможно, в поселки, в которые они доставляются очень тяжело. Тестирование резины. Так что чувствую, нас ждет очень интересное приключение. Время связи закончится, тогда можно трогаться. Очередное доброе утро на трассе, на Зимнике. 9 утра, плюс час от Якутска, в Якутске 8. Сегодня доедем скоро до Верхоянска. Начинается утренняя суета. Скоро выезд. Серафим у нас уже третий день готовит вкусняхи. Красавчик. А, еще диагностику бурлака сейчас надо будет провести Артему. Каждый день снимаем данные, что как работает. За бортом около 40. Проехали полярный круг. Да, вот недавно. Помнишь, подпрыгнули там? Как раз это. Впритык идем. Расстояние вот до Верхоянска небольшое по прямой. 17 километров. А так как Зимник идет по реке, ну, километров 40, наверное. Рома, Алексей, Яков тут во втором бурлаке. К вам я редко захожу в гости. Ты это видел, Не стесняйся. Приятного аппетита. Подмерзли внутренние шланги, которые из задних баков перекачивают топливо вперед. И вот приходится в таком случае отдельный насос есть, который без проблем качает. Здесь система не отщелкивается, надо успеть вовремя остановиться, да, Сергей? Конечно. А не как вчера. И говорят, не надо обратно пососнуть. Вот считай, у меня два вот этих бака. Я понял, остались канистры. Да, канистры остались. И сейчас основной полный. Получается, из 720 на 1020 километров. Короче, Серега израсходовал что? 400 литров. Все, немного прогреваемся и в путь. Вот мы находимся на самой верхней точке реки Яна. В прошлом году мы были в самом низу, в Нижнеянске, а здесь вот место слияния реки Долголах и реки Сартанг. Отсюда идет название Яна. И начинается эта великая река.
Все, добраться надо. О. Мы находимся под городом Верхоянск. Здесь мы отобрали пробу воды на химический анализ. В водном объекте мы его повторно используем. На данном участке особого такого антропогенного влияния на водную экосистему реки Яна особо не подвергается. Ниже по реке, то там, начиная с поселка Бодагай, конечно, антропогенное влияние будет заметно, потому что там находится наследие Советского Союза, инфраструктура горно-обогатительной фабрики, где добывали в военное время олово. И там осталось вот хвостохранилище от фабрики номер 418. Вот под ногами вот это хвостохранилище находится практически вся таблица Менделеева. И вот в прошлом году получается, период катастрофических наводнений, местные жители забеспокоились, и начальник отдела охраны окружающей среды Николай Геннадьевич Степанов тоже обратился, чтобы мы осветили как-то эту проблему. И местные жители поднимают вопрос качества питьевой воды в поселке Бодагай, где проживает треть населения Верхоянского улуса. Это около 3500 человек. В общем, в улусе проживает 11 тысяч человек. В том числе и зоопунктом, и фитопунктом. Многие бы специалисты отдали много, да, чтобы получить пробы. В таком виде они попадают в химико-аналитическую лабораторию. Для того, чтобы вода постоянно была не замерзшая, делают такие котельные, это можно назвать, правильно? Ну или как водонасосная станция. И на севере почти в каждом населенном пункте, оказывается, такая есть. Крупных. Мы сейчас находимся под городом Верхоянск. Это город, да, исторического значения. Официальный полюс холода. Да, здесь зафиксирована самая низкая температура, официально Росгидрометом. Ну, короче, вечные споры о Миконо с Верхоянском, да, насколько я знаю. За полюс холода. Да. Вот если бы была возможность, мы посетили бы музей, конечно, там А мы шикарный торопимся, музей. у нас ничего не успеваем. Да. Варвара Прокофьевна, фамилию забыл я, которая основала этот музей. Еще раз хочется сюда заглянуть, прям очень тут необычно. Вот. Это можно назвать прорубь, не замерзает, температура здесь положительная, пахнет от печки дымком, очень приятно. Проезжаем шикарные виды. Вот там вдалеке домик. Ребята говорят, это единственная в Якутии кумыса-лечебница. Заволодский Алексей Алексеевич, машинист дороги Арктики. Вот я сам с Батагая, вот с экспедиции приехали наконец-то домой, обратно. А так я сам специально на самолете полетел в город Якутск, чтобы вместе с ребятами вот на экспедиции поучаствовать. Ну, сам увидел, что как работает. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы прибыли в административный центр Верхоянского улуса, поселок Батагай. Вот. В 70 километрах от нас находится город Верхоянск. Южнее
Ну, как эколог я хочу сегодня представить вам своего коллегу, своего студента, выпускника нашей кафедры Северо-Восточного федерального университета Николая Геннадьевича Степанова. Сейчас он работает начальником государственной инспекции государственного экологического надзора подведомственного Министерства экологии Республики. Данная проблема поселка Батагай уже стоит очень долгое время, уже с 70-х годов прошлого века. Данный объект является хвостохранилищем от обогатительной фабрики, именно добывающей по олову и также полиметаллических руд. В прошлом году у нас было наводнение, в котором именно прилегающее к хвостохранилищу озеро затопило, то есть туда проникли паводковые воды. Приехали вот тоже на водозаборник на реке Яна, уже в Батагае. Вот при вас открываю пакетик, чтобы вы убедились, что она герметична. И туда вливаем пробу воды на анионы и катионы. То есть тут фильтр, он фильтрует взвешенные вещества, которые находятся в природной воде. Все, мы ее быстренько закрываем. Все, она транспортабельна. Вот это оборудование мы оставляем для наших коллег. Оборудование проверенное, сертифицированное, только там надо поменять батарейки. Вот мы помогаем детскому центру. Как детский центр называется? Центр детского юношеского туризма и экскурсий. Вот. Работа очень хорошая. В этом году на республиканской конференции воспитанница детского центра стала лауреатом в секции экологические науки. Работа была представлена на высочайшем уровне. И сейчас она готовится поехать, работу представить именно в Москве. Уже на российском уровне. Почему мы отбирали именно зимой? Потому что зимой у нас была задача отобрать пробы в целях того, чтобы иметь на руках именно фоновые показатели, когда зимой на водную экосистему вообще рек и водоемов оказывается минимальное антропогенное воздействие. Чтобы и сравнить их с летними данными, когда в летний период пробы воды показывают на наличие той или иной степени антропогенного влияния. Мы отправили наши пробы в аккредитованную лабораторию в город Новосибирск. Мы результаты уже получили на 3-й день. И у нас, согласно протоколу, мы проверяли на 42 показателя, то есть это на нефтепродукты, поверхностно-активные вещества. Методом спектрометрии мы определяли концентрацию 32 химических элементов и также на анионы и катионы. По всем 42 проверяемым параметрам, показателям у нас идет превышение по концентрации нефтепродуктов. Но это естественно, потому что мы пробы отбирали непосредственно, где водозабор. Водозабор у нас работает на дизельном топливе, поэтому здесь ничего критического нет. Это совершенно естественно. Но самое главное, что у нас есть фоновые показатели. У нас есть возможность еще наши коллеги из Батагая и Верхоянска отправят нам летом наши пробы. Естественно, мы их проверим, проведем химический анализ воды. Поэтому миссия по экологической части в рамках экспедиции она выполнена полностью. Вы как раз видели процесс, как идет набор воды. Внутри тепло, есть горячая вода. Так хотелось помыться, мы уже не мылись 4 дня. Но надеюсь, мы сможем в баню попасть сегодня. Но не уверен. Что-то как-то вопрос решается. Будет баня, не будет. Хотелось бы уже, конечно, помыться, погреться. Все разбежались куда-то. Есть столовая, но меня больше всего привлекла администрация. Нам разрешили зайти. Самое интересное, что здесь 1, 2, 3 тамбура. Так, тут снимать не буду. В общем, тут теплый туалет и горячая вода. Наконец, можно помыть свою чумазую голову.
Так-то, в принципе, же привычно. Но голова яснее даже мыслит, когда она чистая. О, как приятно-то, а! Вот они, маленькие радости жизни, которые становятся очень ценными ввиду их отсутствия. А когда у тебя дома душ ежедневно, льешь горячую воду сколько хочешь, все это кажется естественным, и ты это не ценишь. Поселок очень большой, полетать, к сожалению, не получилось, тут аэропорт не дает взлететь. Куда все пошли? По-моему, вот гостевой дом все заходят, я не могу понять. Там столовая, есть такие скульптуры. Да. Огромный поселок. Здравствуйте, нас уже тут встретили. Вот человека, который только-только попал в ваш поселок и вашу вот гостиницу. Скажите, что можно рассказать интересного? Что интересно, во-первых, это лицо нашего поселка, нашего района и вообще даже в республике в целом. Это знаковая гостиница, можно сказать. От Хандаки до Тикси это единственная гостиница, которая официально зарегистрированная. Вот у нас, пожалуйста, можете посмотреть. Гостевой дом Киселях. Вот. Путешественники и гости приезжают, с удовольствием останавливаются, у нас тепло, уютно. И чисто. Помыться можно, и да, помыться, оказывается? и постирать, и все можно. Поэтому вас приглашаем. Спасибо большое. А как вас зовут? Меня зовут Нина Евграфьевна. Очень приятно. Вот я только что помылся в раковине, а оказывается, можно принять нормальный душ. Несмотря на пандемию 2 года, путешественников не было. Но хозяин Владимир Христофорович Чириков, хозяин этой гостиницы, сделал ремонт. Хотя, знаете, это убытки были. Сохранил рабочие места. И вот мы вот. А вы именно тут остановились, да, постоянно? Я сам местный, из города Якутска, поселок Жидай. Мы едем на добычу золота, у нас просто вахта сломалась, там что-то с сцеплением, ждем сейчас начальника, во вторник мы отсюда поедем 300 километров туда по Радочи вверх. Да, поселок Лазо. Там будем мы до осени. Осенью снова, думаю, увидимся. Да, нет? Или, может, как и в прошлом году, с аэропорта сразу в Якутск. Очень тяжелая работа, прямо, да, круглые сутки, можно как 12 через 12. То есть в 8 поехал на вахте туда на полигон, в 8:30 приехал, или в 9 уже поужинал. Все, даже на рыбалку уже силы нету, все, сходить рыбу половить, там где-то, хотя река вот она, надо бежит 60 метров, прям поселок прям на реке стоит. Но справимся, я думаю. Как вам позапрошлом году. Нормально это все будет. А вас как зовут? Александр. Мне сегодня особо везет. Пришел мыться и закончилась горячая вода. В итоге помылся в холодной. Хорошо, что закаляюсь. И мне, в принципе, это привычно. Даже прикольно, если честно. Такой вид из гостишки. Я работала на метеостанции. А на какой метеостанции? В Ущерке. Можете заехать, там поздороваться, там тоже с Новосибирска есть люди. А сюда-то как? А сюда попала, потом второе образование, Якутский колледж культуры, потом институт. И вот здесь отработала очень много лет в культуре. Вот теперь тут тружусь 3-й год. Ушла на пенсию заслуженную. Семья, дети все здесь? Все взрослые, все здесь выросли, нет. Все уехали? И здесь есть, и в Новосибирске есть. Все сложилось в этой жизни. И теперь работаю в удовольствие. Зимой работаю, летом путешествую. Спасибо вам большое за гостеприимство. До свидания. Мы побежали. Вам удачи. Всего доброго. А вам хорошего отдыха, Спасибо. помимо работы. Посетите как можно больше мест. Спасибо Мир большое. прекрасен и огромен. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Ну что ж, нам пора ехать. Спасибо этому уютному поселку. Хоть мы с ним и чуть-чуть познакомились, но встретили очень хороших людей. Отдельное спасибо Нине Евграфьевне. Очень приятная беседа, хорошая, приятная женщина и очень какая-то теплота от нее веяла вот сразу с первого момента знакомства. Так что, Нина Евграфьевна, вам всего хорошего, хороших путешествий. А мы помчали дальше. Вот у нас капитан Бурлака. Незаменимый крейсер Бурлак. Непотопляемый. Все у нас чистые. Будем плыть еще лучше, чем раньше. Будем сиять и пахнуть. Ну, прощай, Батагай. Нет, до скорой встречи. Говорю вам всем до свидания. А что ты раньше не одевал? Классно. Да я ее только нашел. Круто. Вот теперь веселее будет дорога теперь с капитаном.
вечная мерзлота, поэтому изменения происходят долго. За 5 лет так и здесь не научились принимать карточки. Интернета здесь тоже за 5 лет не появилось. Так что наличка, друзья, наличка, еще раз наличка. Но заправка здесь есть. Саханнефтегазбыт, топливо неплохое, Арктика. Я заправлялся здесь, в принципе, проблем не было. Следующая заправка в Усть-Куге есть. Так что кто поедет в Тикси здесь, имейте в виду, берите наличку. Спасибо Сереге, грамотно умеет вести, у него опыта много в плане ютуба. Вот. Рассказываю, да? Лечу, как говорится, доктор. Да. Прям четенько все говорит. Ну, разбирается еще во машинах, он автопутешественник, тоже знает. А я так, да. Что вижу, как говорится, то и пою. Мы находимся в Батагае на базе Саханнефтегазбыта. Здесь планируется учение МЧС. И как раз мы в преддверии этих учений прошли по маршруту от Якутска до Батагая напрямик. Около 100 километров проехали по бездорожью и по старому зимнику, проложенному в советское время. Прошли сюда на вездеходах «Бурлак». По пути мы испытывали рации коротковолновые и брали пробу воды. Происшествий нет, все по плану. Бурлаки показали себя очень приспособленными к таким условиям. Вот на Бурлак, который без прицепа был, у него расход топлива порядка 360 литров. Ну, с учетом того, что мотор молотил и ночью, и днем, мне кажется, это очень хорошие показатели. И превосходные вездеходные качества показали на наледях. Ехали по колено в воде, по льду, пролазили по таким кустам, что не всякая техника проедет. И, конечно, и глава Улуса ознакомился, проехался тоже с машиной и оказался очень впечатленный этими машинами. Для экстренных служб и вообще для сельской местности хорошая техника. Экспедиция выполняет все поставленные задачи. Идем по графику. Серафим у нас тоже получает бесценный опыт под руководством опытного наставника. Серега хоть отдохнет, да? Я не устал. Это место сегодня забыл поснимать с земли, вернее не успел. Вот мы днем проехали Верхоянск, полюс холода, второй полюс холода. Если сравнивать с Амиконом, они между собой спорят. Но холодно, погода морозная, около 40 градусов. Так что в Амиконе я был, теперь еще и в Верхоянске. Очень круто. Ой, тут не пройти у вас, да? Вы знаете, куда ехать за водой? Вот, парням в гости зато заскочил. Ну что, как вы тут поживаете? Так, видишь солнце? Кайфуем. У вас тоже тепло? Очень жарко. Очень жарко. Я чувствую себя как дома. Просто мы здесь по очереди дали. Протерлись, стерлись. Слушай, как говорит у нас один клиент про свою машину, про своего бурлака, он говорит, для меня бурлак это второй родной дом. Поэтому, собственно говоря, сейчас для меня это тоже второй. Сейчас его можно понять. Да. Приехали за водой, и вот тут с прицепом, конечно, места маловато, но... А вода вон там внизу, в той палатке или здесь? Да, да. А закачивать сверху, вот там вот? Не знаю, вот надо спросить. Люк! Бачок подставил. Да. Тоже уже набрали. Занесут обратно. Здесь тепло, как в бане пахнет. Вот так вот обеспечивается вот этот город Верхоянск. Сейчас попаримся. Кстати, можно, да, попариться. Тяжеленько. Ты же слышал женский голос? Да. Прям отчетливо. Здравствуйте, сказал, да, отчетливо женский голос, а никого нет. Это что за мистика? Я был уверен, что кто-то здесь снаружи стоит. Представляете? Женский голос мы слышали вдвоем.
Здравствуйте, поздоровалась. Здравствуйте же сказала, да? Она сказала здравствуйте. Вот это да. Ну ладно, я к потусторонним силам отношусь с позитивом. Я не считаю, что они хотят там чего-то сделать. Поэтому извините, что мы вас потревожили, если что. Мы всего лишь набрать водички и скоро уходим.